Салом алейкум бародаро. Аввал гуфтум дар бораи ҳами коронавирус як чиз гап бизанам. Коронавирус ранги як бизнес шуда. Шӯхи амоза ба коронавирус мекунам, серьёзнеам барои коронавирус. Ман мехоҳам дар бораи ҳами яде гап бизанам ки имҷа як олам хондагӣ, як олам тамошо кардем видеоро. Ҳамҷи як видео ёфтам, беҳад видеое ки дар бораи ҳами коронавирус чотка всё поподробно гуфти гапҳои марсо фаҳмондагӣ ба Россия. Илтимос то ахирша тамошо кунед. И вируси обычный мисол и да ҳар як сол мешидай. И ягон чи нест. Тавбачавандарам ҳаст. И ягон чи нест. Ҳамин вируси тавбачаванда бароям бисёри бад гапи лишни ягон чи. Илтимос ҳамин видеоро ҳамин хоҳишам меям ки то ахира тамошо кунед, баъд ягон хулоса бия, ягон гап бизанед наминҷа. Илтимос мекунам, ҳамин видеоро то ахира тамошо кунед. Новый вид коронавируса, вспышку которого зафиксировали в Китае, передается воздушно-капельным путем. Причем носитель болезни опасен даже в инкубационный период. Что еще мы знаем о болезни, новостями о которой пестрят отечественные и зарубежные СМИ? Насколько она опасна? Коронавирус. Что это? Опасный источник смертоносной пандемии или очередная эпидемия в СМИ? Сегодня, пожалуй, все медиаресурсы, за исключением разве что сугубо развлекательных и узкоспециализированных изданий для профессиональных сообществ, считают своим долгом не только предупредить, но и запугать, представить это заболевание как опасную и неизлечимую болезнь, а то и как оружие массового поражения. Однако паника в этом вопросе, впрочем, как и в любом другом, излишня. Так считают многие эксперты. И я, пожалуй, с ними соглашусь. По сути, коронавирус – это новый вид уже существовавшего ранее вирусного заболевания, вакцина для лечения которого разрабатывается сегодня. Этот процесс займет от 3 месяцев до полугода. Известно, что другие лекарства не способны эффективно бороться с болезнью. Несмотря на это, некоторые производители лекарственных препаратов, противовирусных средств и даже БАДов, преследуя коммерческие цели, не преминули поспекулировать на ситуации. В погоне за паникующими покупателями была выпущена реклама, в которой сообщалось о противовирусном препарате Орбидол, как о панацее, эффективной в том числе и в борьбе с коронавирусом. Оценить правдивость таких высказываний теперь предстоит профильному ведомству. Соответствие рекламы реальным способностям препарата оценит Федеральная антимонопольная служба России, в адрес которой уже поступили жалобы, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФАС. Надо сказать, что хотя и российским, и китайским врачам этот препарат давно известен, они его нередко выписывали пациентам при гриппе и простуде. Эффективность и безопасность этого лекарства до сих пор не доказаны в исследованиях, проведенных по международным стандартам качества. Но вернемся к коронавирусу. Как и ежегодный грипп, имеющий вирусную природу, он распространяется стремительно, лечится сложно и нередко провоцирует осложнения. Всемирная организация здравоохранения на своем официальном сайте еще в 2017-м писала о том, что каждый год от респираторных заболеваний, связанных с сезонным гриппом, умирает до 650 тысяч человек. В одной только Германии, стране с самой прогрессивной медициной, в этом году умерло 18 тысяч от обычного гриппа, а от коронавируса – ни одного. Такие данные приводит известный еженедельник «Шпигель». Как известно, человечество научилось лечить только бактериальные, но не вирусные заболевания. С вирусами мы живем всю нашу жизнь. Противовирусные лекарства, конечно, есть, но срабатывают они далеко не всегда, так как вирусное заболевание не только стремительно распространяется, но и развивается, мутирует, приспосабливается. На сегодняшний день надежда лишь на